XVII веке до нашей эры на территории Северной Месопотамии возникло древнее государство Миттани. Население Миттани состояло из хурритов и семитов. Официальными языками были хурритский и аккадский. Столица Миттани в Аш-Шукане располагалась на источнике реки Хабур. Предполагается, что этот город стоял на месте современного города Серекани в Сирии. Миттани утвердился на исторической арене в условиях вакуума силы, образовавшегося вследствие разгрома Вавилонской империи хурритами в XVI веке до нашей эры. Наиболее вероятной локализацией древнейших миттанийцев представляется район близ озера Урмия, в области, которую еще греческие историки и географы второй половины первого тысячелетия до нашей эры называли Матианой или Матиеной. Политическое начало хурритов в Верхней Месопотамии относится к XVII веку до нашей эры. В конце этого века хурриты совершают большой поход вглубь Малой Азии. Этот факт указывает на то, что хурритское государство должно было консолидироваться в этот период. Набег хурритов был не без труда отражен хеттским властителем. В позднейших текстах Ханигальбат выступает лишь как другое название царства Миттани, поэтому можно думать, что образовавшееся в XVII веке крупное хурритское государство как раз и было хорошо известным из истории середины второго тысячелетия царством Майтани или Миттени. Дьяконов полагает, что Ханигальбат было названием страны, а Миттани – одного из хурритских племен из его династии. Это древнехурритское государство имело еще одно название – Нахарина, и распространилась на холмистой низменности близ озера Урмия до юго-западной части современного Азербайджана. В своих исследованиях Джамирзаев пишет, цитирую, «В результате исторического развития от хурритских племен сохранился нахирский этнокультурный языковой элемент, который является основой для последующего формирования нахо-дагестанских племен». Конец цитаты. По его мнению, предки современных нахов с древности до середины третьего тысячелетия до нашей эры занимали огромную территорию Кавказских гор и равнин, а также древней Передней Азии под именем нахаранцев, хурритов. Еще в исследованиях Меликишвили топоним Нахрия – название хурритской области, а Туманов эти племена отнес к государству Урарту, землю называет Нахчианой, как область, населенную урартскими племенами. Он пишет, что в древней армянской книге эта земля отмечена как княжество Нахчери. В исследованиях Волкова пишет, что в армянских источниках VII века упоминается этническое название Нахчи, народы Нахчматьянг. В некоторых исследованиях, опираясь на упоминания Страбона и Птолемея, чеченцев называют Нахчамтеп, Нохчи, и в XIV веке на территории Грузии показана провинция Нахчта. Ряд авторов, локализуя Нахчи в северных регионах Кавказа, считают аланов потомками нахаров. Как видно из приведенных примеров, название племени, доминировавшего в государстве Миттани, Нахарин, поздние авторы называли Нахчамтеп, Нахчи, Нахчта, Нахчматянг и отмечали территории их распространения от Северной Месопотамии до отрогов Большого Кавказского хребта. Все названия основаны на едином корне «нахч»,
который испокон веков и до сегодняшних дней являлся самоназванием чеченцев. Различные окончания, прибавленные к корню нахч, объясняются специфичностью языков авторов. Неизменность корня нахч, образующего название на протяжении более чем 2 тысячелетий, явствует преемственность одного названия от другого, и что все перечисленные этнонимы относятся лишь к одному народу – нахам. По этой проблеме интересны версии Сулейманова. Он, исследуя нахские и дагестанские адаты, сравнивает их с государством Нахар на территории древней Передней Азии и считает их потомками пророка Ноя, алейхиссалам. По его исследованию, народ Нахчи принимал активное участие в эволюционном развитии человечества и был связан с переднеазиатской историей Нахчи. Их язык был кавказским, а население Центрального Кавказа с древности вплоть до XVII века было исконно нахоязычным. Нахское слово «мат» он истолковал как «страна», которому есть подтверждение в чеченских словарях. По этому поводу Кузнецов пишет, что без дальнейшей разработки аланской проблемы невозможно создать полноценной научной истории современных нохчи, чеченцев, ингушей, осетин, карачаевцев, балкарцев. Следует отметить, что на исторической арене нахары существовали намного раньше хазаров и алан. Источники подтверждают, что зарождение нахаров продолжалось с периода неолита до средневековья. А Вагапов, опираясь на источники, показывает, что нахары, поселившиеся сначала на Северном Кавказе, распространились среди сарматов. Их язык был общеразговорным языком, и они являлись родственными племенами. Исследуя языковые элементы, автор показывает, что сарматский язык развивался на основе нахских языков. В его работе племена нахов локализованы на территории Мидии в V веке до нашей эры, а название Нах связывается с именем Ноя, Нуха, алейхиссалам. Автор выявил, что предки нахов, чеченцев, являются переселенцами с территории Нахчевана, а в 3 тысячелетии до нашей эры Нахчеван был культурным центром хурритов. Здесь племена Нах были ведущей силой в исторических процессах начала 3 тысячелетия до нашей эры. Как видно из результатов исследований большинства ученых, таких как Вагапов, Меликишвили, Сулейманов, Нахарин находилась на территории Передней Азии, в частности на землях нынешнего Нахчевана. К этим сведениям будет целесообразным добавление новых упоминаний из античных источников и обращением внимания на сведения летописей об этих племенах и заселенной ими территории. Название страны Нахарин упоминается в летописи египетского фараона Тутмоса III в XVI веке до нашей эры. Она находилась в северо-западной части Миттани. В летописи читаем: «Он, порочный противник из Кадеша, собрал вокруг себя всех царей стран, покорных раньше Египту, всех от Нахарин до Сирии». Из текста летописи ясно, что первый поход Тутмоса III был описан особенно ярко. Он был инициирован тем, что азиаты от Ирджи вплоть до северных окраин земель Нахарин, Миттани, впали в мятежное состояние. По источникам того времени в регионе жили следующие племена и народы: касситы, гиксосы, гутии, луллубеи, хурриты и другие. По записям Геродота, страна Нахарин находилась в северной части Миттани, там, где протекает река Аракс.
Позже, в истории Геродота, Миттани – это область в северо-западной части Мидии. Некоторые исследователи, опираясь на летописи Тутмоса III, относили народ Нахарин к первой половине второго тысячелетия до нашей эры. По свидетельству грузинской средневековой хроники, нахи также были издревле расселены по верховьям южных отрогов центральной части Большого Кавказского хребта от Дидоеты до Сванетии. В Библии племена Нахар упоминаются в форме Нахор, как страна и город. Здесь также упоминается река Гихон. Здесь невольно напрашивается версия о преемственности гидронима на территории современной Чечни Гехи от названия вышеупомянутой реки. Следует отметить, что на территории древнего и нынешнего Нахичевана долина Араз называется Аран, которая описывается в Библии как Харран, страна потомков Нахаров. Более интересные исторические факты можно почерпнуть из документов, обнаруженных у Чакар-Базара, 30 километров от Камышлы на территории Турции. Эти документы свидетельствуют о том, что еще в IV тысячелетии до нашей эры Миттани еще не был государством, а на территории хурритов существовало царство Нахара. Со страной Нахар мы встречаемся и в уритских клинописных надписях, как Мату Накру, в переводе означающее «страна Нахов». Вместе с Мату Лулу, которая переводится как «соседняя страна», с учетом того, что луллубеи проживали в соседнем Урарту, северо-западном регионе Ирана, можно предположить, что урартийцы Мату-Лулу относили к соседней стране луллубеев. Итак, результаты вышеизложенных исследований разных авторов, особенно летописи Тутмоса III, упоминания в Библии и сведения античных материалов ясно показывают, что Нахарин находился на севере Миттани между озерами Урмия, Сиван, Ван в долине Аракса. Упоминания летописей, языковые единицы дописьменного периода, распространение племени Нахар подтверждают, что населением государства Миттани и Нахарина в его составе являлись нахи. Исследуя проблему родственности и преемственности некоторых переднеазиатских государств и народов от Хурритского массива после распада древнейшего государства Субарту, нужно учитывать факт разложения субарейского языка, а не заимствования его компонентов другими более поздними народами. Родство хурритского языка с урартским, засвидетельствованным памятниками IX-VII веков до нашей эры, было обнаружено уже Сейсом, Йенсеном и подтверждено Фридрихом, прежде всего в области лексики. Особый успех был достигнут. С учетом этих результатов и данных о внутреннем развитии хурритского языка, а также диалектологии, можно определенно сказать, что уратский язык не является более поздним продолжением хурритского. На самом деле, оба языка представляют собой независимые друг от друга ветви общего праязыка прото-хуррито-уратского, которые в III тысячелетии уже существовали раздельно. Давно выдвинутые предположения о связях хурритского и урартского с кавказскими языками получили серьезное подтверждение благодаря собранным Дьяконовым соответствиям, выявленным в северокавказских языках, в особенности нахском.